Ашаев Халид Дудаевич родился 1 января 1898 года в Слободе Воздвиженской в семье служащего. В 1909-16 годах учился в Грозненском реальном училище. В 1916 году поступает в Лесной институт в Петербурге. То было накаленное предреволюционное грозой время, и его воздействие на Ашаева не прошло бесследно. Размышления о предреволюционном времени в жизни русского и чеченского народов, о судьбах самой революции, о роли русского пролетариата в революционизировании сознания чеченского народа много лет спустя лягут в основу его трилогии «Пламенные годы». Великая Октябрьская революция застала Халида Ашаева в Чечне. Окончив 2 курса института, он возвратился в родные места. Здесь он принимает участие в революционных событиях, а затем в гражданской войне против местной контрреволюции. В 1919 году работал в политотделе Красных повстанческих войск. С июня 1921 по сентябрь 1922 года Халид Ашаев председатель Чеченского ревкома, затем секретарь редакции газеты «Советская автономная Чечня». В 1923 году заведовал политпросветом облно. Был сотрудником Восточного отдела ОГПУ в городе Ростове. С 1925 по 1930 год Ашаев заведующий облно Чечни. С 1921 по 1922 год был членом ЦИКа, членом президиума Чеченского облисполкома, входил в состав пленума Осетинского обкома ВКПБ. Первые очерки, рассказы Халида Ашаева появились в 20-х годах. Наиболее заметное явление в его творчестве тех лет – пьеса «Закон отцов», разоблачающая кровную месть. В 1930-36 годах Халид Ашаев – директор Горского педагогического института в городе Владикавказе. В это время он входит в Ингушское литературное общество. Пишет пьесы, очерки, рассказы, отражающие трудности формирования взглядов нового человека. Из-под его пера выходят такие произведения, как пьесы «Побег бюрократизма», «Борьба продолжается», «Клещ». Его рассказы и очерки публикует журнал «Революция» и «Горец». С августа 1936 по март 1937 года Халид Ашаев руководит Краевым Горским научно-исследовательским институтом языка и истории, находящимся в городе Пятигорске. В 1957-1964 годах выходят 4 книги его романа «Пламенные годы». В романе писатель показывает пути и условия движения широких горских масс к революции, восприятие ими идей марксизма-ленинизма, их борьбу за новый, счастливый и справедливый мир, роль русского пролетариата как гегемона в революционном движении национального крестьянства. С 1957 по январь 1961 года Ашаев являлся заместителем директора Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Последнее десятилетие, помимо названной трилогии, писатель издал рассказы, сказки, ряд научных статей о чеченском фольклоре, о литературе. А в Чечено-Ингушском драматическом театре шли его пьесы «Асламбек Шарипов», «Ахмар Хаджи». В одной руке 2 арбуза. На сельской сцене ставились пьесы «Селосат», «Две Зайбулы», «Зулай». Круг интересов Ашаева очень широк. Он хороший знаток истории, этнографии, фольклора родного народа. Ашаев обращался к теме Великой Отечественной войны. Из печати вышли его очерк «Рыцарь отчизны» о герое Советского Союза Хан-Паше Нурадилове. Писатель ряд лет вел поиски своих земляков, защитников Брестской крепости.